День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Президент России подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу. В них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Завершило свою работу очередное пленарное заседание Государственного собрания. В течение 2 дней народные депутаты рассмотрели 65 вопросов. С 1 июня в Ленске региональный оператор начал вывозить мусор только с площадок ТКО, которые внесли в реестр органы местного самоуправления. Расскажем подробности. С 1 сентября в России бриллиантами смогут называться только природные алмазы. Узнаем, как это повлияет на отечественный рынок в целом и якутских ювелиров в частности. Чуть больше недели осталось до главного праздника этого лета – Эсэха. Узнаем, как подготовиться к празднику, чтобы провести его в комфорте и оставить только приятные воспоминания. Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. В них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Помимо выборов депутатов, в единый день голосования предполагается провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить около 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, из них 8 прямые. Еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов России планируется провести в 39 регионах. Завершило свою работу очередное пленарное заседание Государственного собрания. В течение 2 дней народные депутаты рассмотрели 65 вопросов. Центральным событием сессии стало обсуждение и утверждение отчета главы Якутии о результатах деятельности правительства региона за 2025 год. Парламентарии приняли законы об исполнении государственного бюджета Якутии и бюджета территориального фонда ОМС за прошлый год, а также скорректировали параметры стратегии социально-экономического развития республики до 1932 года с целевым видением до 50-го. Кроме того, народные депутаты утвердили пакет законов, направленных на расширение мер социальной поддержки населения, регулирование льготных тарифов ЖКХ, развитие агропромышленного комплекса и совершенствование системы местного самоуправления. Наиболее такой острой дискуссии вызвал вопрос по отчету приватизации государственного имущества за 2025 год. Депутаты высказали позицию, что в условиях бюджетного дефицита, который республика сегодня испытывает, конечно, более эффективно нужно использовать государственное имущество. Это в части предоставления аренды, в части получения дополнительных доходов от продажи этого государственного имущества, потому что та сумма, которую мы получили, она совершенно нас не удовлетворяет. И об этом были высказаны отдельные предложения от народных депутатов. В социально-экономическое положение Алданского района погрузилась депутат Госдумы России Галина Данчикова. Она посетила Южную Якутию с рабочим визитом. Какие вопросы рассмотрели и что занесли в протокол, расскажет Руслан Павлов. Сегодня Алданский район считается одним из лидеров республики по макроэкономическим показателям. Однако поселения вынуждены искать выход из финансового тупика по ряду социальных программ и бюджетных статей. Самодостаточность привела к снижению уровня региональных субвенций и дотаций. Мероприятия по оптимизациям и сокращению расходов исчерпали себя, а средств на выживание все равно не хватает. Сложилась такая ситуация, и опять же говорю, это причина в том, что ключевой доходный потенциал Алдан и Куранах, которые не являются получателями дотации. У нас обеспеченность поселений – это город Томот, поселок Ленинский, Белецкий, Анаминский и Чигдинский наследие, в принципе, обеспечены только на 70%. Это если сравнивать с 2025 годом.
Финансовые тучи сгустились над рядом спортивных и культурных объектов как местного, так и республиканского подчинения. Как заявляют власти района, в министерствах ставят вопрос о закрытии республиканских объектов. Но все это меркнет перед заоблачными долгами перед поставщиками МУП теплоэнергосервиса, который отважно отстоял свой первый отопительный сезон, но вторая зима может привести к серьезным последствиям, потому что региональный бюджет не выполнил свои обещания по субсидированию. В целом по ГУПу ЖКХ вопрос в том, что когда вы принимали это хозяйство, то у вас был ноль. Да, вы взяли с чистого листа. Есть у нас проблемы там, где не с чистого листа у коллег, а у вас было с чистого листа. Но на это вот сегодня получилось, что у вас долги на миллиард. Да, из-за недоплат субсидий. Больше, а дальше у вас еще и проблемы с тем, что вам необходимо подготовиться к зиме. Какое-то есть предложение, каким образом? Если бы вовремя выплачивали субсидии, проблем бы таких не было. У нас была договоренность, что они нам будут субсидии отдавать. Ну вот в этом вопрос. Что Да. На совещаниях, которые провела Галина Данчикова, обсудили еще много болевых моментов, как социального, так и экономического характера. Власти района и поселений попросили поддержку у депутата Госдумы в решении обозначенных проблем, дабы не допустить социального напряжения и чрезвычайных ситуаций в грядущем отопительном сезоне. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Стартовал навигационный период в республике. С 14 июня движение маломерных судов разрешили на водных объектах Абыйского и Усьянского районов. С 16 июня в Алайховском, Анабарском, Булунском районах, за исключением залива Ниелова, где навигация откроется только 23 июля. В целях обеспечения безопасности, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на воде, инспекторы Центра ГИМС регулярно проводят профилактические выезды по водным объектам республики и патрулирование. Строительство Ленского моста вышло в русло реки. Сейчас специалисты ведут дноуглубительные работы в точке установки кофердама. Окончание весеннего половодья на реке Лене открыло для строителей моста доступ к работам непосредственно в русле. Всего у нас в строительстве мостового перехода планируется использовать до 15 судов различных классов. Особенности строительства моста, обусловленные климатом арктической зоны, требуют неординарных технологических решений и привлечения высококлассных специалистов. К примеру, в речной операции по выводу первого кофердама в русло было задействовано 120 человек. Подобного опыта еще не было в отечественном мостостроении. В Мирнинском районе прошло торжественное собрание, посвященное 50-летию со дня образования филиала Якутского военизированного горно-спасательного отряда. За полвека филиал стал неотъемлемой частью системы промышленной безопасности Западной Якутии. Сотрудники круглосуточно несут свою вахту, готовые прийти на помощь в случае возникновения аварийных ситуаций на горнодобывающих предприятиях. В честь знаменательной даты сотрудники отряда были удостоены заслуженных государственных и муниципальных наград и поощрений. Они вручались торжественно в атмосфере гордости и уважения к тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради других. Работаю 25-й год, 24 полных. Осознанно пришел в эту профессию, потому что она востребована, она необходима для жизнедеятельности людей, для безопасности, для оказания помощи. Как-то потянуло, видно, долг. Много что можно вспомнить. Много случаев, самое главное, что все они положительно заканчиваются. Хорошо. 1 августа этого года будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий, а ближайшая индексация коснется военных пенсионеров и произойдет 1 октября. Индексация страховых, самых распространенных пенсий, в том числе и для работающих пенсионеров, уже произошла с 1 января. Ее размер тогда составил 7,6%. В следующие годы она будет по уровню инфляции, прогнозируемому росту зарплат, проводиться дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля. В первой поликлинике Якутска появился современный портативный рентгенаппарат. Новое оборудование позволяет проводить диагностику непосредственно у постели пациента и на дому у маломобильных граждан. Снимок формируется менее чем за 3 секунды, а само устройство отличается компактностью и мобильностью. Это уже второй портативный рентген, переданный медицинским учреждениям республики за последние дни. По словам специалистов, новое оборудование поможет ускорить диагностику и повысить доступность помощи для жителей региона.
Мы получили суперпортативный рентгеновский аппарат, который мы будем использовать для выездных медицинских осмотров и для обследования на дому маломобильных граждан. Ежегодно у нас в поликлинике проводится более 43 тысяч исследований рентгеновских, и также у нас более 7,5 тысяч медицинских осмотров именно на рабочем месте. Также у нас порядка 200 маломобильных граждан, поэтому он у нас не будет простаивать, он будет постоянно в работе. Продолжает свою работу один из крупнейших на Дальнем Востоке онкологический диспансер. Сегодня борьба с такого рода заболеваниями – приоритетное направление государственной политики страны. Ежегодно множество якутян сталкивается с диагнозом, который кардинально меняет жизни. Однако современная медицина доказывает, что даже самые тяжелые диагнозы можно победить. В Якутском онкологическом диспансере сегодня применяются новейшие методы лечения и оборудования. Установлено диагностическое оборудование, одно из самых современных не только у нас в России, но и в мире. Компьютерный томограф спектральный, двухэнергетический. Также стоит МРТ трехтесловый, который единственный на Дальнем Востоке. Также у нас есть маммографический аппарат с томосинтезом и с биопсийной приставкой, и УЗИ-аппараты экспертного класса с эластографией и с исследованием сердечно-сосудистой системы. Но за любой технологией стоят люди. Здесь работает более чем 1000 сотрудников. Медперсонал ежедневно принимает сотни пациентов. С открытием диспансера на 52% выросло количество операций. Их количество достигает 5000 в год, в том числе хирургические вмешательства особой сложности. Торакальные операции, которые мы выполняем на сегодняшний день из одного разреза, буквально длиной 3 сантиметра, и выполняем весь комплекс радикальных операций. Также могу сказать и про абдоминальные операции, и гинекологические операции. Практически 80-90% на сегодняшний день выполняется именно в виде эндоскопически, малоинвазивно. В борьбе с таким сложным недугом важен этап ранней диагностики. Благодаря работе онкоцентра 46 злокачественных новообразований выявлено на начальной стадии. Для этого по республике ведется активная пропаганда здорового образа жизни, диспансеризация и различные проекты. В первую очередь это онкопоиск. Этот проект мы начали, начиная с 2020 года. Также мы расширяем вот эту скрининговую программу, начиная с 2024 года у нас работает «Мамино здоровье», которое направлено на раннее выявление рака молочной железы и на раннее выявление рака шейки матки. Онкологический диспансер был открыт при поддержке федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. В 2025 году работа продолжилась в рамках нового президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В ближайших планах строительство Центра позитронно-эмиссионной томографии. Диана Антонова, Артем Наговицын, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Сезон ремонта дорог в самом разгаре. Работы ведутся сразу на нескольких объектах. Начиная с конца марта дорожники приступили к строительству автодороги на улице Ефимова, что в 202-м микрорайоне столицы. Что уже сделано, расскажет наш корреспондент. Начиная с конца марта этого года автомобилисты 203-го микрорайона столкнулись с пробками. Проблема этому – строительство новой 4-полосной дороги по улице Ефимова. Вопрос назревал давно, так как район динамично развивается. Общая протяженность строительства составляет 400 метров. По окончанию строительства появятся как тротуары с бордюрами, так и велодорожки. На данный момент проводятся подготовительные работы, а также работы по устройству основания и щебня, а также работы по устройству траншеи для укладки водопропускных труб и водоотводных лотков, а также устройство опалубок, устройство самих водоотводных лотков ведется.
Улица Ефимова служит связующей между 203 микрорайоном и центром города. Поэтому на ее пересечении с улицами Ярославского, Хабарова, Чернышевского также ведется ремонт. Здесь планируется транспортная развязка, напоминающая букву X. Ремонт позволит расширить улицу Чернышевского до 4 полос в сторону площади Победы, что минимизирует пробки на данном участке в час пик. В общем, здесь на 2 участках задействовано порядка 10 единиц техник. Это автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики, катки, а также самосвалы. И порядка 20 человек рабочих, в том числе и инженерно-технический состав. Но гарантийные сроки у нас по контракту разные. Например, по устройству асфальтобетонной смеси, верхний слой, там гарантия составляет 4 года. Несмотря на то, что сам 203-й микрорайон построен на песке, строительству дорог это не мешает, а даже наоборот помогает. По общим понятиям, из-за того, что микрорайон насыпной, сделан, грубо говоря, из песка, да, из насыпи сделан, там никаких влияний для устройства дороги это не влияет. Наоборот, даже лучше, чем в водонасыщенных грунтах. Рядом с озерами, там илистые грунты, наоборот, они сильно мешают для устройства основания дорог. Строительство автодороги по улице Ефимова ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура». Ну а завершить работы, в том числе и по благоустройству, планируется уже в этом году, а именно до 30 октября. Дорожники уверены, что смогут управиться гораздо раньше. Вероника Таюрская, Владимир Павлов, Якутск. Трудиться над своим обновлением и Нейрюнгри в летний период времени стартовали масштабные дорожные работы, которые развернулись как на улицах, так и в кварталах города. Ремонт дорожного покрытия и межквартальных проездов – приоритетная задача, которая обеспечивает комфорт и безопасность передвижения для водителей и пешеходов. Подробности в следующем сюжете. С раннего утра и до позднего вечера на различных участках города кипит работа. Бригады дорожных рабочих, вооруженных современной техникой, активно трудятся над восстановлением дорожного полотна. Речь идет не только о центральных улицах, но и о тех самых зонах особого внимания – узких и извилистых межквартальных проездах, которые доставляют больше всего неудобств. Подрядные организации работают в хорошем темпе. Дорожные бригады ведут подготовку полотна в ежедневном режиме. Помимо восстановления проезжей части будет выполнен капитальный ремонт тротуаров. Ремонт автомобильных дорог проводится за счет федерального финансирования и бюджета города Нейрюнгри. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт автомобильных дорог по улицам Строителей, Тимтонская, Пионерная. На улице Пионерная протяженность 630 погонных метров, ширина 6 метров. Довольно много будет примыканий, которые к жилым домам здесь у нас подходят. Будет, пешеходные дорожки сделаны, тротуары новые. Плюс замена бордюрного камня производится на данном этапе работ. И подготовка к асфальтобетону. В городе Нейрюнгри в этом сезоне запланированы ремонты на сумму более 300 миллионов рублей. Также сейчас решается вопрос о возможности дополнительного финансирования на ремонт карточным методом и ремонт внутриквартальных проездов. Масштабные ремонтные работы проводятся не только в городе. В поселках Серебряный Бор, Чульман и Беркакит запланирован ямочный ремонт. Также будет проводиться ежедневная градировка дороги, которая ведет к дачам, так как многие жители нашего города летний период времени любят проводить на свежем воздухе. Неизбежно дорожные работы влекут за собой временные неудобства, частичные перекрытия, ограничения проездов. Но обновление дорожной инфраструктуры – это значительный шаг вперед. Ведь обновленные дороги сделают жизнь в городе более комфортной и безопасной. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нейрюнгри. С 1 июня в Ленске региональный оператор начал вывозить мусор только с площадок ТКО, которые внесли в реестр органы местного самоуправления. Теперь, если площадка не внесена в реестр, мусор не вывозится. Сегодня оператор расторгает договоры с жителями частного сектора у тех, у кого были установлены индивидуальные баки.
Собственники обращаются, мы их просим указать согласованное с соседями место расположения площадки накопления ТКО. И после этого, то есть мы принимаем решение, заключаем договор и ведем обустройство площадки накопления ТКО. Также собственники вправе самостоятельно обустроить себе личную индивидуальную площадку, но она также должна соответствовать всем нормам, правилам и требованиям. После изменений, которые вступили, и ранее это уже было, что региональный оператор осуществляет только погрузку и вывоз мусора и подбор мусора, который выпал в момент погрузки. То есть, а то, что разбросано вокруг площадки накопления ТКО, региональный оператор имеет полное право не убирать. Стать лингвистом, переводчиком или учителем иностранного языка. Для 167 выпускников Якутска очередной шаг к этой цели – единый государственный экзамен по иностранным языкам. Площадкой проведения стала городская классическая гимназия. Подробности в следующем сюжете. Оставляем только паспорт и нужные экзаменные вещи. Несколько минут до начала экзамена. Пока одни выпускники повторяют правила и слова, другие стараются справиться с волнением. Для многих английский язык станет одним из ключевых предметов при поступлении. Конечно, волнуюсь. По баллам ожидания где-то 80 примерно. Хочу стать лингвистом. Среди участников экзамена и те, кто уже определился с будущей профессией и даже выбрал вуз. С дальнейшей планы, наверное, в РУДН хотелось бы поступить с английским языком. У меня это родственники просто лингвисты немного, поэтому. И английский язык мне более ближе. Я знаю его хорошо, этот предмет. Для других иностранный язык давно стал любимым школьным предметом и логичным выбором для дальнейшего обучения. Хочу в будущем пойти на профессию, связанную с иностранными языками. И, в принципе, английский мне хорошо дается. За каждым сегодняшним результатом стоят месяцы подготовки, дополнительные занятия, пробные экзамены и консультации с педагогами. Поэтому не меньше выпускников переживают и их учителя. Сам, конечно, волнуюсь за своих учеников. Подготовка шла еще с 9 класса. Там все по плану, подготовки, пробники. Сдадут точно все. На высокие баллы, я уверен, выше 60-70 точно. Это наш порог. Я привела сюда 5 детей из нашей школы и надеемся, что они сдадут все и сдадут на хорошие оценки, так как дети подготовлены. Целый год, 2 года мы готовились к ЕГЭ и надеемся на хорошие оценки. Пока участники выполняют задания, за объективностью экзамена следят десятки специалистов. В пункте проведения работают организаторы, технические специалисты и общественные наблюдатели. В пункте проведения экзамена сегодня задействованы все 12 аудиторий, то есть 24 организатора в аудитории, 8 организаторов вне аудитории, 3 техника. Заявлено 6 общественных наблюдателей. В городской классической гимназии номер 8 экзамен по английскому и китайскому языкам сдавали 167 выпускников из 17 образовательных организаций. Итоги станут известны после завершения проверки работ. А для самих школьников это еще один шаг навстречу выбранной профессии. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Якутск. Стартап «Как диплом» в СФУ прошла защита выпускных квалификационных работ по программе, которая позволяет студентам представить собственный бизнес-проект вместо классической академической работы. В ВУЗе подготовили 20 идей от команд с разных направлений подготовки. Продолжит тему наш корреспондент. 20 команд будущих программистов, экономистов, филологов, преподавателей, специалистов по туризму представили свои стартапы. Одним из проектов стала разработка студентов Института языков и культуры народов Северо-Востока под названием «Якутия-360. Иммерсия». На защите дипломов было необходимо представить прототип, то есть демоверсию. На все вопросы мы ответили, но в основном были там не технические, а именно в будущем, как мы будем это все продвигать, потому что этот проект, он стартап совершенно новый, и как мы будем продвигать, как мы будем создавать. То есть этот проект не просто как диплом пошел, а уже конкретный проект, который мы хотим внедрить именно в туризм Якутии. Там появилась идея, как мы нашли его. Мы искали, чего нет в нашей республике, чтобы развить туризм, и вот таки появился этот проект.
Наш проект просматривает несколько вариантов, то есть он может быть во всех видах туризма. Но как пример мы взяли в первую очередь гастрономический туризм, потому что он у нас не очень так развит. Поэтому гастротуризм мы решили взять как прототип. Стартап выпускников кафедры туризма предлагает экскурсии с использованием технологий дополненной реальности по специально созданным сценариям. Разработка заняла у выпускников более полугода. За это время команда довела идею до идеала и углубилась в совершенствование навыков по технической части. Мы проходили различные тренинги, например, один из них по вайп-кодингу, на котором мы создали прототип нашего сайта, ну и будущего приложения. Как это будет работать? Наши наушники будут подключены к геометкам, и они будут подключены к приложению. Когда человек подходит к определенной локации, в наушниках начинает играть определенная аудиодорожка. Наш приемник является именно источником звука, то есть здесь используется, это трансмиттер называется. Здесь технология Auracast есть, вот переключаем ее, и они автоматически подключаются уже к источнику. Проект как диплом – это хорошая возможность начать свое дело прямо в стенах университета. Так команда уже сотрудничает с местным рестораном, для которого была разработана иммерсивная экскурсия на тему 7 коренных народов Севера. Анастасия Пуляева, Нургун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Охотников в Якутии предупредили о штрафах за несвоевременную сдачу разрешений. Минэкологии призывает охотников к своевременной сдаче разрешений на право добычи охотничьих ресурсов. В противном случае нарушителей ждет штраф и отказ в получении определенных разрешений на год. При этом возврат с помощью электронной почты либо мессенджеров не предусмотрен. И все искусственное нам чуждо. С 1 сентября в России бриллиантами смогут называться только природные алмазы. Как это повлияет на отечественный рынок в целом и якутских ювелиров в частности, расскажем в следующем сюжете. Если кольцо, то, конечно, с бриллиантами. Это вам скажет любая девушка. Вот только как отличить созданный природой, а значит дорогой алмаз, от его дешевого аналога, выращенного в лаборатории? Даже для самых насмотренных экспертов это трудная задача. Нет, никак нет. Даже мы не можем вот так просто взять и сразу сказать, что это натуральный, выращенный. Я никак не могу сказать. Это надо в лаборатории под химическим анализом все посмотреть, только тогда можно сказать. Так что изготовить украшение из синтетического алмаза, а продать его по цене натурального проще пареной репы. Новые правила нужны как раз для того, чтобы потребитель не попал в капкан недобросовестного ювелира. И никаких маркетинговых уловок. Слова вроде «настоящий», «подлинный» и «драгоценный» к синтетическим камням применять теперь тоже нельзя. Ведь ценностью может обладать не массово производимый, а уникальный ресурс. Природные алмазы исчерпаемы. Каждым годом будет добываться меньше. Это будет все большей редкостью. Наверное, не на горизонте ближайших лет, но на горизонте 10-15 лет. Наша компания обладает почти 2/3 запасов мировых. Поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее на десятки лет, в то время как основные африканские и канадские месторождения будут истощаться. Глобальные тренды говорят о том, что от синтетических алмазов нам никуда не деться. По разным оценкам, около 60% мирового рынка занимают камни из пробирки. Все же у них есть бесспорные преимущества. Более демократичная цена с идеальным цветом и чистотой. Но каждому свое. В якутских ювелирных салонах можно найти украшения на ваш вкус и кошелек. В нашей сети мы в основном используем лабораторные бриллианты, так как на них сейчас идет активный рост спроса, поэтому сейчас мы начали ассортимент больше увеличивать в сторону лабораторных бриллиантов.
В нашем ассортименте изделия с выращенными бриллиантами составляют всего 3-4% от общего объема украшений с бриллиантами. Большим спросом у нас по-прежнему пользуются изделия с натуральными бриллиантами. Покупатель к новинке, выращенным камням, пока относится с определенной долей недоверия. Аксакалы ювелирной отрасли считают, что рано или поздно плюсы синтетических бриллиантов убедят и самых больших скептиков. Я думаю, в дальнейшем когда-то будут, наверное, вот алмазы перестанут добывать. Чисто для технических нужд, может, они будут, а вот для ювелирки они будут выращены. У теории, что синтетическое заменит настоящее, есть и противники. Трудный процесс добычи и неповторимость делает натуральный камень роскошью и хорошей инвестицией. Жесткая маркировка – шаг в сторону разграничения, а значит и мирного сосуществования всех видов бриллиантов. Прагматичные и рачительные предпочтут синтетику. Эстеты и инвесторы остановятся на природном материале. Выбор остается за вами. Ржана Гармаева, Владимир Павлович, Жустан Иннокентьев, Якутск. В столице республики стартовал конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Агрономия». За полевым первенством поборются сразу 5 специалистов из разных районов. Соревнования пройдут в несколько этапов. В первый день участники покажут теоретические знания, во второй полностью посвящен практике. Он развернется в Актемцах в Кангаласском районе. Победитель регионального этапа получит право представлять республику на федеральном финале, который пройдет в июле в Мордовии. Я решил принять участие в конкурсе, чтобы проверить свои профессиональные навыки. В прошлом году я участвовал в региональном и федеральном этапах. В федеральном этапе были мелкие недочеты, и в этом году, исправив данные недочеты, планирую участвовать во второй раз. В этом году конкуренция достойная. С 24 июня по 14 июля Якутия встретит третьи международные интеллектуальные игры. Более 600 школьников из 14 стран и многих регионов России станут участниками масштабного события. В этом году состязания пройдут в гибридном формате, что позволит присоединиться к играм представителям зарубежья. В очном формате сойдутся 260 детей, среди них 14 участников из Китайской Народной Республики и Пакистана. Свыше 60 школьников прибудут из других регионов нашей страны. Мне кажется, это очень важно, показывать всему миру нашу открытость и того, что Якутия делает ставку на развитие человеческого капитала, на образование и науку. Потому что профориентация должна уже идти, мне кажется, со школьных лет. Вот у нас, допустим, завтра выездное заседание Российской академии наук будет, тоже будем обсуждать развитие науки. И вот, мне кажется, это прям два связанных мероприятия. И мы очень рады, что Якутия в очередной раз становится вот таким центром международных игр. Программа соревнований построена таким образом, что школьники, помимо основных интеллектуальных соревнований, могут посетить международную исследовательскую школу. Она пройдет 3 и 4 июля. Со 2 по 5 пройдет 33-я международная олимпиада школьников Туймады, которая охватит математику, физику, химию и информатику. Параллельно с основной программой пройдет медиашкола от детского издательства «Кескилл». Не забыли организаторы и педагогов. Для них организуют образовательный салон «Территория успеха». Мирнинский региональный технический колледж в этом году заканчивает 305 выпускников по 9 направлениям и 8 профессиям технического профиля. Это мощный вклад в развитие экономики региона, ведь каждый студент здесь получает сразу несколько компетенций. Подробности далее. Выпускники Мирнинского регионального технического колледжа проявляют себя как квалифицированные специалисты с высоким уровнем теоретической подготовки и готовностью моментально применять знания на практике. Особое внимание уделяется поддержке выпускников за теми, кто уходит в армию. Рабочее место сохраняется, обеспечивая плавный переход на новый этап жизни. Учусь на красный диплом. Сходил на практику недавно по программе «Учусь и работаю». Проработал год. Место за мной осталось. После армии я приду и буду работать в компании «Ларос» по этой же профессии. Почему я выбрал эту профессию? Потому что из всех списков мне понравилась эта профессия из-за того, что была повышенная зарплата.
Общая успеваемость по колледжу традиционно высокая – 100%. Но что еще важнее, качественный показатель знаний достиг 84%. А программа подготовки специалистов среднего звена этот показатель составил впечатляющие 90%. Эти цифры – яркое свидетельство эффективности учебного процесса и преданности своему делу преподавательского состава. Я учусь на специальности информационной системы и программирования. На самом деле я долго думала, кем стать в будущем. И после 9 класса, хоть я и училась на отлично, решила попробовать себя в колледже. Ну, хотя бы просто попробовать, а потом высшую специальность уже какую-нибудь другую выбрать. И вот, поучившись на этой специальности, мне она очень сильно понравилась, и поэтому я думаю продолжать дальнейшее обучение уже и на высшую основу. Мирнинский региональный технический колледж продолжает традиции качества, готовя новое поколение квалифицированных специалистов, готовых решать самые сложные задачи и внести свой вклад в процветание региона. Уже с 20 июня колледж готов принять новых студентов на 400 бюджетных мест по 10 образовательным направлениям. Анна Васильева, Мирный. Реабилитационного центра для несовершеннолетних в Алданском районе больше нет. Он вошел в структуру Центра содействия семейному воспитанию, став отдельным отделением профилактики. Его основной задачей осталась комплексная работа с семьями. Наши коллеги продолжат тему. Наступили долгожданные каникулы, и теперь веселым играм, творческим занятиям и чтению книг ребятишки, проживающие в стационаре отделения профилактики Алданского центра содействия семейному воспитанию, могут посвящать сколько угодно времени. Отделение профилактики при центре образовалось в ноябре минувшего года в результате присоединения к структуре учреждения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ТУКААМ. Тогда же состоялся переезд детей и педагогов. У нас было разделение, стационарное отделение находилось в Верхнем Куранахе. Сейчас мы все работаем в одном здании, это упростило работу. Здесь нас встретили очень тепло и радужно. Напомним, вопрос необходимости здания для реабилитационного центра остро стоял много лет. Ранее ТУКААМ находился в отдаленном микрорайоне Дражном. В 2014 году, после обрушения стены в корпусе, где располагалось стационарное отделение, воспитанники были экстренно переведены в помещение детского сада поселка Верхний Куранах. Отдаленность от города затрудняла выполнение многих задач. К тому же администрация учреждения осталась в Алдане. Она по-прежнему размещалась в цокольном этаже жилого дома. С переездом в здание Центра содействия семейному устройству эффективность работы с детьми и подростками повысилась. Плюс здесь еще у нас есть логопед, дополнительные психологи. Здесь у нас дети посещают кружки дополнительные при центре, все возможные секции спортивные. Основные задачи отделения профилактики остались теми же, которые стояли перед педагогами реабилитационного центра. Это предупреждение неблагополучия и социального сиротства. Приоритет ставится на сохранение здоровья и благополучия детей. Если в семье сложилась тяжелая жизненная ситуация, ребенок может временно проживать в центре. Различного рода помощь, социальная, консультативная или сопроводительная, также оказывается родителям. Центр ТУКААМ работает с семьями, работает с детьми, с семьями, которые идут на исправление, родители, которые заинтересованы в сохранении своей семьи, и сохранении нахождения детей в семье. Комплексная работа с семьями проводится очень большая, но есть, конечно, и отрицательные результаты. И в таких случаях дети остаются в нашем центре, но работа продолжается. Даже при ограничении родителей в родительских правах работа с такими родителями продолжается. В настоящее время в стационаре отделения профилактики находятся чуть более 10 детей и подростков. Причины, по которым ребенок временно не может проживать с родителями, различные. В части случаев для решения возникших в семьях проблем сотрудники центра привлекают иные структуры и ведомства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. На Венкийской земле дали старт международному национальному празднику Бакалдын. Проходит на берегу реки Иенгра на Обрядовой поляне. В этот раз он посвящен Году единства народов России, Году культуры в Якутии, столетию венкийского села Иенгра. Под звуки бубнов и национальных песен начинается празднование международного национального эвенкийского праздника. Бакалдын – это встреча времен и культур на земле предков. Уже сегодня приезжает глава республики Асен Сергеевич Николаев, прибывают депутаты Государственной Думы, гости с наших 10 улусов, с 10 регионов наших стран, гости нашей большой страны, гости из других соседних нам стран, дружественных, Китайской Народной Республики. Замечательно, что все в национальных одеждах, с хорошим настроением, встретим солнце, вместе пообщаемся и наметим планы на будущее. В сердце Нерюнгринского района у живописного села Иенгра развернулся настоящий калейдоскоп красок, звуков и традиций. И это не просто фестиваль. Это живая нить, связывающая поколения между разными уголками мира, где звучит родной язык и почитаются древние обычаи. В этом году праздник посвящен 100-летнему юбилею села Иенгра. Он собрал не только представителей эвенкийских общин из Якутии, но и из других регионов России, а также делегации из разных стран. Мы очень счастливы, что приехали. Все так необычно и интересно. Бакалдын стал настоящим международным событием, значимым для всего эвенкийского народа и всех, кто принял участие в этом ярком празднике. На праздники меня пригласили бабушка Юлия Ларидо принять участие на Бакалдын. И с удовольствием мне разрешили наш университет Амгу. И я сюда пропал. Согласно обычаям были проведены эвенкийские обряды – очищение, кормление реки, обряд огня и традиционные круговые танцы. Этот праздник раскрыл богатство эвенкийской культуры, которую местные жители передают своим детям, чтобы она не угасала, а жила и развивалась. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Время юных героев в столице республики дали старт первой в этом году в военно-патриотической смене. В лагере «Энергетик» 300 курсантов за 14 дней освоят навыки военно-тактической подготовки и оказания первой помощи. Сама программа, подготовленная Центром войн, включила в себя огневую и инженерную подготовку, пилотирование БПЛА и тактическую медицину. Помимо практических занятий состоятся лекции по кибербезопасности, празднование СЭХа, сдача спортивных нормативов, а также встреча с героями России и участниками спецоперации. Всего за лето организуют 2 смены для 600 юношей и девушек. По всей же стране проект охватит порядка 15 тысяч подростков. Мы уже 3-й год работаем, поэтому каждым годом совершаемся. Сейчас уже у нас 14 модулей. Это те программы, которые мы совершенствовали. Сейчас некоторые ребята к нам приходят уже 3-й раз. Они уже курсанты, и они возглавляют наших ребят, которые только начали приходить на летний лагерь. А так, дети очень довольны, и желающих детей очень много. У нас сейчас открываем 1-й сезон лагеря, и на следующий раз у нас тоже будет открыт 2-й сезон. Не стены ЗАГСа, а открытое небо и одна из главных площадей региона. На площади республики стартовал летний сезон выездных регистраций. Первыми молодоженами этого года стала семья Трубиных. Подробнее в сюжете далее. Белое платье, счастливые улыбки и наиболее важные слова в жизни. В самом центре Якутска Александр и Карина Трубины официально стали мужем и женой. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Вместе молодые люди уже 3 года. Предложение руки и сердца Карина получила этой весной, а сегодня пара зарегистрировала свой брак в необычном формате, под открытым небом. Очень люблю этого человека, конечно. Очень рада была его встретить в своей жизни.
Мы через госуслуги подали заявление о бракосочетании, а потом с нами связался представитель, да, регистратор, и предложил нам сделать роспись на площади республики. В связи с чем мы, естественно, согласились, потому что это необычно, да. На свежем воздухе тем более. Для родителей день свадьбы детей не менее волнительный, особенно для мамы жениха. Говорит, эмоции переполняют с самого утра, тем более, что регистрацию решили провести не в привычном зале бракосочетания, а на одной из главных площадей республики. Непривычно, но мы очень рады. Всегда что-то пробовать новое, тоже интересно. Но семье я желаю только счастья, любви, чтобы они любили друг друга, понимали друг друга, уважали друг друга. И брак – это вообще работа всей жизни. Желаю им долгих, совместных, счастливых дней. Выездные церемонии на площади республики проходят уже не в первый год и пользуются популярностью среди молодоженов. Как отмечают в управлении ЗАГС, свадебный сезон только начинается. Несмотря на высокий спрос, свободные даты для регистрации брака под открытым небом на площади республики и в Центральном парке культуры и отдыха еще остаются. Во дворце бракосочетания мы как раз в этом году запланировали проведение ремонта долгожданного. Поэтому я надеюсь, что эти две площадки будут очень востребованы. И мы приложим все усилия, чтобы ваши торжества прошли очень хорошо. А слоты еще есть, но я знаю, что 26.06 в красивую дату, по-моему, уже не осталось свободных слотов. Там уже заполнено. Но у вас еще есть шанс попасть на другие даты. Сегодня в Якутии официально зарегистрировать брак можно на 19 площадках, в том числе в одном из самых живописных мест республики – на Ленских столбах. А семья Трубиных открыла не только свадебный сезон, но и новую главу своей семейной истории. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Состоялась пресс-конференция «Торжественная жеребьевка», посвященная конным скачкам на призы главы республики, которые пройдут уже 27 июня в местности Усть-Хатын. В этом году любителей конного спорта ждут как основные состязания на призы главы, так и традиционные скачки в день празднования Сеха, а также дополнительные старты, включая приз для кобыл трехлетнего возраста и спонсорские забеги. В отборочном этапе на призы главы для лошадей чистокровной верховой породы приняли участие 10 скакунов, для которых в ходе жеребьевки были определены стартовые боксы. Сегодняшнее наше мероприятие проводится в честь, почему так торжественно, да? Проводится потому, что мы отборочные скачки на приз главы Республики Саха-Якутия в этом году провели 10-й раз, 10-й юбилейный раз. А сам приз главы Республики Саха-Якутия проводится 22-й раз. Соответственно, сегодня это мероприятие наши болельщики, наши фанаты конного спорта очень ждут. И в такой вот позитивной, торжественной атмосфере мы проводим сегодняшнее наше мероприятие, посвященное большому, самому ожидаемому конно-спортивному, конным скачкам, событию в Республике Саха-Якутия. Тем временем меньше недели осталось до главного праздника этого лета – Сеха Туймады. Событие, напомню, пройдет с 27 по 28 июня в Усть-Хатыне. А 12-й республиканский праздник белого изобилия принимает в этом году Кобяйский район с 3 по 5 июля. И хоть два торжества пройдут в разное время и в разном месте, объединяет их одно – вопрос, как подготовиться к празднику, чтобы провести его в комфорте и оставить только приятные воспоминания. Расскажет об этом наш корреспондент. По собственному опыту знаю, провести Сех приятно и весело – та еще задачка. Тем более, если вы на этом празднике впервые. Впрочем, это и не удивительно. Та же местность Усть-Хатын раскинулась на сотни километров. А это десятки мероприятий, множество локаций и тысячи таких же желающих отдохнуть людей. И чтобы провести праздничные дни идеально, готовиться нужно уже сейчас. Представляю вам пошаговый гид «Исех. Инструкция к применению». Правило первое. Встречают по одежде. Национальный костюм на Исехе обязателен, если вы хотите полностью погрузиться в атмосферу. Женский халадай должен быть из легких дышащих тканей светлых оттенков.
Мужчинам подойдет свободная рубаха с поясом. Не забудьте обереги. Национальные украшения защитят от злых духов, а махалка из конского хвоста Дейбир спасет от зноя и комаров. Но самое главное – удобная обувь. Ходить придется много. Вообще, конечно, эсэх – это прежде всего возможность собраться с семьей или с друзьями на свежем воздухе. Отсюда второе правило. Сытный стол. На празднике белого изобилия принято угощать и угощаться. В вашей праздничной корзине обязательно должны быть священный напиток кумыс или бырпах, домашние лепешки, отварное мясо и саламат. И помните, еда на солнце быстро портится, поэтому не забывайте об использовании термопакетов или сумок-холодильников. А еще всегда, я бы даже сказала в первую очередь, нужно узнавать прогноз погоды. И вот вам третье правило – практичность. Якутское лето непредсказуемо. Вот, например, как я прошла утренний обряд очищения в прошлом году и как завершала свою программу уже к вечеру. Голодная, холодная и со странным загаром, который отпечатал мне прядь волос прямо на лбу. Поэтому в вашем наборе обязательно должны быть крем от загара, головной убор, репелленты от комаров, а также, если вы остаетесь на ночь, теплая одежда и пледы. Кстати, проведение таких масштабных мероприятий всегда требует особых мер для обеспечения безопасности. Поэтому на мобильную сеть можете даже и не надеяться. В прошлом году ее не было. Да, банковские карты на территории работают, но вот вам четвертое и последнее правило, на всякий случай. Не будет лишним взять с собой наличку и позаботиться о транспорте в обратную сторону заранее. А то ведь все мы помним, какой коллапс на выезде из Усхотын случился в прошлом году. И главное, возьмите с собой хорошее настроение и открытое сердце. Эсэх заряжает энергией на весь год вперед. Встретим лето правильно. Приятного праздника! Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.